Всем привет! Город Якутск. Сегодня у нас какое? 13 апреля. Смотрите, таять начало. Таять. Так что, в принципе, весной уже запахло в таком ее, как говорится, классическом виде, когда вот все тает, капель весенние, лужи. Но я чувствую, луж у нас будет в этом году очень много, потому что снега, горы. Вон там, смотрите, уже лужа такая большая, и машины через нее проезжают. Это улица Пояркова и улица Курашова. Переходим дорогу. Ну, уже, так сказать, потаяло все, поэтому льда такого нету, как бы большого, скользкого, поэтому можно, в принципе, ходить так более-менее. Ну вот рыхлый снег, да еще вот тут это все черное от машин, соответственно, транспорта. Здесь ходит тьма. Смотрите, тут вообще чернота. Вот сейчас вот машины ездят, и все это, естественно, всю эту грязь поднимают в воздух. Смотрите, черно. Все, когда таять начнет, сохнуть, вся эта пыль окажется в воздухе зимняя. Так, сельхозтехникум. Вот тут такая аллейка есть, можно по ней более-менее тут пойти. Смотрите, это шиповник, где колючки остались, колючие вот эти вот ветки. Так что скоро как бы вот это все, то, что нападало, оно растает. А так красиво было, когда все беленькое, все присыпанное было. Ну а сейчас все вот начинает чернеть, все это таять, и скоро будет, конечно, все совсем по-другому. Так что будем следить с вами, смотреть. Хотел сейчас стрим сделать, и что-то у меня не получилось. Почему? Почему, не знаю. Несколько раз пробовал, запускал, не получилось. Смотрите, какая куча здесь гигантская снега. Вот куда ее не вывезли, все это будет таять. Естественно. Так, переходим дорогу. Так что сейчас, по-моему, лучший вариант обогнать. Это что? Это лучший вариант. Это надеть. Ну, сейчас пока в сапогах таких зимних хожу, как бы утром еще прохладно. А вот сотый автобус, кстати, удобно на нем ехать. Вот он по Поярково едет. И довольно быстро можно через весь город проехать на нем без пробок. Поэтому новые маршруты в городе появились. Соответственно, удобно становится. Ну, соответственно, и количество жителей вырастает. Ну, соответственно, и кроме жителей и машины, конечно, добавляются. Машины добавляются. Тут, как говорится, ничего хорошего для жителей нету. С одной стороны удобство, с другой стороны все это пыль, грязь. У нас довольно-таки сухой климат в Якутске, поэтому
Ну вот и в летнее время очень большая загазованность в городе. Так, ну пока стоим тут на остановке. Ой, вот какая остановка. Перекресток улицы Пояркова и улицы Петра Алексеева. Тут 45 секунд надо стоять, надо поснимать немножко. Так, пошли. 33 секунды, это хорошо, тут большое время. Ну вот смотрите, уже лужи, соответственно, здесь. Ну, ночью, скорее всего, будет прохладно, поэтому это все подморозит и соответственно, замерзнет. Ну, сосули висят вдоль здания. Вот они, сосули. Ну, тут они никому на голову не упадут, поэтому безопасно. А я что посюда иду? Мне надо вон там впереди дом быта, в него попасть, успеть в один магазин. Так что вот я хотел сегодня стримчик сделать, но что-то мне не удалось, поэтому я видос снимаю вот такой вот. Я думаю, надо вот все-таки резиновые сапоги доставать. Я уже не помню, были у меня, не были, но с ними будет значительно проще ходить. Акварель, центр. Вот тут также продуктовый магазин, очки, салон. Ну, а тут смотрите, это что такое за куча? Это что за мусор такой здесь лежит? Это снег, что ли? Ё-моё. Да, не вывезли. Ну так, это сколько надо машин, чтобы вывезли все вот это вот дело. Это очень много. Поэтому, конечно, не хватает. Это же, представляете, сколько надо бензина, сколько надо рабочих, чтобы вот это все убрать. Ну что, у нас, хочу сказать, у нас Сибирь. Поэтому что вы хотите? Холод, здесь крайняя территория крайнего севера Якутска приравнена, поэтому мы к этому в принципе готовы. Поэтому ничего страшного в этом не будет. Подходим к перекрестку улицы Дзержинского, улицы Пояркова, а там дальше улица Богатырева. Снимаю все одним дублем, поэтому не хочу монтировать лишнюю работу производить, поэтому так, мне надо вот сюда перебраться, сюда переходим, заодно вы посмотрите на город горожан. Ух, тут дорогу-то разбила, ё-моё, уже местами. Ну, конечно, такой транспорт, столько транспорта. А это сквер Карла Маркса, вот где находится дворец культуры. Сейчас это Дом народов. Так, ну, мы вот сюда вот идем. Можно немножко так вот пройти тут. По тропиночке такой вот. У кого-то там уже снега уже давным-давно нет, а у нас вот он лежит. Ну, в лесу там чище снег, конечно. В городе тут возле дорог много снега. Переходим улицу Дзержинского. Ну вот тоже она начинает тут буграми. Тут уже местами залатана. Так. Магазин Ремикс. Алкомаркет. Но нам туда не надо. Так. Я против, как говорится, алкоголя. Такой его популяризации. Поэтому не снимаю. В общем-то, про него. Так, ну а нам надо вот сюда вот в дом быта зайти. Опс. Вот сколько тут машин. Тьма тьмущая. И лужи уже начали лужи. Так. Ну
что я сходил, короче, сейчас посюда вот пройдемся еще здесь внутри квартала. Тут все потихоньку начинает таять, как мы видим. Гаражи, шиномонтаж. Ну, здесь еще вот снег такой более-менее чистый лежит. Еще, наверное, и в тени. Но здесь вот уже скользко, смотрите. С крыши уже что-то капает. Поэтому надо... Местами лед, поэтому очень опасно. Можно грохнуться, так сказать, непредсказуемо упасть. А в этом, как говорится, ничего хорошего нету. В том, что упадешь. Люди неудачно падают. Переломы всякие у них там. Ключица ломается, еще что-нибудь. Поэтому, ух, тут мини-маркет открыли. Мини-маркет. Так, ну вот это вот КПДшечки с этой стороны. Это хрущевочка, вот там КПДшки, еще 4-этажные. Это 70-х годов. Вот эти вот 4-этажные. Потому что в 80-х уже стали строить 5-этажные КПД. А это вот уже более новая 112 серия, что ли, домов. Такие там планировки большие, более комфортные. Так, это улица Дзержинского дома здесь. Сейчас мы с вами будем переходить тут вот через мостик такой. Вот, короче. О, я же хотел вон туда зайти, в этот народный магазин. Надо будет сходить. Да, раз я тут хожу. Посюда мы будем переходить. Тут такой мостик. Даже с одной стороны нету, поэтому надо осторожнее двигаться. Тут улица Губина и вот озеро Губина. Володя Губина. Здесь. Ух ты, уже тут капает все. Капель. О, сосули здесь какие здоровые. Ё-моё, все уже капель. Вот, ну, постепенно будет все это разгоняться, тепло. И потихонечку все это растает. Так, ну а пока можно, наверное, я думаю, пройтись по озеру. Вот тут озеро, вот это. А это ресторан «Панда и журавль». Так, да, можно и пройти, пока мы пройдем. Кстати, самое такое вот классное время, как бы, да, когда уже тепло в Якутске, пока еще не все растаяло. Вот тут на буране или на чем-то таком катались. Ну тут уже снег уже рыхлый, слушайте. И там я смотрю, я там вообще пройду, нет? А, вода, да, вода. Все понятно, придется мне вот сюда шлепать. Так, ну, пришлось вот посюда идти через мостик, потому что здесь уже так, все, озеро тает, туда лучше не соваться. Так, идем. Ну, вот это улица Губина, перекресток, улица Богатырева. Там дальше площадь Победы. Ох, а тут-то что творится-то? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, полный потоп. И люди, похоже, в обход ходят, потому что здесь невозможно никак пройти. Ёксель-моксель. Бежать надо. Удастся, нет? О. Ну, слушайте, я... Это что-то нечто, конечно. Замочил, короче, я обувь себе. Нафиг. Так что уже надо сапоги резиновые одевать. Так что, кто смотрит видео это, пожалуйста, давайте сапоги резиновые и ходите. Нормально у вас будет, вы будете проходить. А сейчас вот я вот в этих сапогах зимних пошел и замочил их. Так что
Кто предупрежден, тот вооружен, защищен. Так, вот этот народный. Сейчас пойдем. Так. Вот что это дешевое. По 107 рублей. Так, надо корзинку взять. Почему-то масло растительное подешевело. Интересно. Так, что тут еще? Доширак по акции. Такой. Так, это что у нас? Вермишель. О, шоколадки такие вот с фундуком. 40 рублей. Парочку взять, что ли? 40 рублей их. Парочку возьму. Особо с орехами я не люблю. Так, тут пряники какие-то. Тоже по акции есть. Так. Кстати, пряники у меня кончились. Что надо взять 76 рублей, то есть 50 граммов. Видите, надо пощупать обязательно. Нормально мягкие. Так, а это что такое? Бананово-шоколадные. Где они такие? Клубничные. А, вот эти вот шоколадные. Бананово-шоколадные. Таких я и не вижу тут. А, вот они, бананово-шоколадные. Вот они. Попробуем. По 62 рубля. Так. О, тут китайская кола есть. Сколько она? 267 рублей. Обалдеть. Литровка. Так, а это что такое? Шоколад Альпенгольд. Молочная начинка клубничная. Вот такой надо взять. Таких, наверное, 3 штучки возьму. Или даже можно побольше. 4 возьму. 4. Так. Хлеб. Ладно, хлеб мне не надо. Что тут еще интересного есть? Квас. Сколько? 186 рублей. 2 литра. Так, а молоко тут по 100 рублей. 130. Так, яйцо интересно, сколько стоит. 125 рублей. 10 штук. Сыры. Что не буду. Так, это что такое? Йогурт какой-то. Так, вот тут еще что-то по акции продают. Махеев. Вареная сгущенка 145. Сметана. Напиток какой-то. Акции есть. Так, ну это что у нас? Это заморозки. Пельмени 203 рубля 450 грамм. Да, это получается 400 рублей, да? Кило. Ладненько. Тут что? С этой стороны кофе какое-то дорогое. А вот есть квас. Хлебный 108 рублей. Может быть его еще. Короче, набрал. Ой, кваса. Масла растительного. 2 бутылки. Так что заходите сюда. Здесь шоколадки по акции есть. О, сейчас сверху снимем вам весна в Якутске. Лужа. Вот это лужа на Губина. И вода никуда не уходит. Что, смотрите, вся улица заполнена машинами. Ну что, можно сказать, народный магазин меня порадовал сегодня. Удачный. Сходил сюда не зря. Вот видите, да? Какая пробка на Губина. Да, мы посюда поверху идем. Тут удобно. Сухо. Тут всякие разные магазины, какие-то фирмы. Цветы. Страховое агентство. Студио.
Кабинет нефролога и кардиолога. Цветы. Флорамикс. А вот там напротив, это кафешка какая-то, мы открылись, или что это? Листья какие-то нарисованы. Перфетто. Не понять. Мясная лавка. Здесь вот можно мяско взять, прикупить. Работает до 8 часов вечера. Да, сейчас вот, слушайте, хорошо так как ходить, а? Мне даже жарко. Тут какие-то ногти. И вот Лабынкыр, товары для активного отдыха. Тут кто рыбак, охотник. Вот сюда вот вы можете прийти и тут накупить себе всякого разного одежды, снаряжения какое-то туристское и так далее. О, дом возводят. Вот тут двухэтажные дома были деревянные, их снесли. А вот сейчас работы производятся. Первоначальный фундамент сваи. Вот можете смотреть, сваи делают, как в Якутске дома строят свайные. Угу. Вот их раньше заколачивали, как-то их сейчас... сейчас вкручивают вот так вот. Вот таким вот буром. Вот. И потом туда сваю вкладывают. Так, сходим вниз. Вот тут везде куча снега. Куча снега, тут будут большие лужи, поэтому еще раз предупреждаю, сапоги резиновые. Нормально сейчас будет. Нормально. Без всяких этих выкрутасов. Сейчас такие сапожки продают резиновые, красивые. С рисуночком там. Так что одевайте смело. Смело одевайте. Не боясь. Тут еще вот снежок еще светленький. Еще не совсем потаял. А вдоль дороги он такой черный-причерный. Черный-причерный. Вот здесь замена этой обувки для машин. Шиномонтаж Погубина. А вот тут смотрите, дискаунтер удачный тоже не тут рекламируют чего-то. Так, светофора нету. Скачай мобильное приложение налоги ФЛ и плати налоги. Вот это налоговое ведомство республики здесь находится. Тут, кстати, находится зоомагазин и галерея штор. Кому интересно. Фу, жарко мне. Жарко, надо уже курточку легкую одевать. Но в чем весь прикол? В том, что с утра еще прохладно за ночь. То есть утром прохладно, а уже под вечером уже жарко, соответственно. Вот тут алкодискаунтер 24 больше, меньше. Больше покупаешь, меньше платишь. Фу. Мини-маркет 3 семерки. Да, какая движуха, да? Смотрите. Сейчас какая движуха активная здесь. Ну какие тут куча снега. Кто должен это все вывозить? Тут деревья вот эти. С этой стороны тоже. Так что вот выходим. О, смотрите, машина поехала со снегом, грузовик. Так что, в принципе, все, дошли уже до Федора Попова улицы. Было приятно с вами пройтись, погулять. Подышал я воздухом. Зашел в магазин народный. Так что всем пока. До новых встреч.